Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что выбираете быть со мной, за вашу невероятную и теплую поддержку, за вашу помощь, за ваши донаты. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему, о чем прямо сейчас хотят сказать вам ангелы. Если это видео вас нашло, пожалуйста, послушайте. Это послание именно для вас. Случайности не случайны, и судьба знает, когда и что и нам показать, рассказать. Итак, мои хорошие, давайте послушаем, посмотрим, что хотят сказать вам ангелы. И я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Интересно. Ну, показывает, что вам сейчас очень тяжело. Тяжесть, боль, переживания, страдания. Но, опять же, вы все разные. Непростой период в жизни, либо какие-то серьезные проблемы со здоровьем. Может быть, даже как в личной жизни, да, вот какой-то раздрай у вас происходит. Ангелы говорят, что скоро все поменяется. Здесь вот радикальным образом ситуация развернется. И развернется в вашу сторону. Говорят, что это не приговор, и это не будет длиться вечно. Здесь, ну вот буквально, да, буквально показано 2 периода. Это может быть и 2 часа, это может быть и 2 дня, это может быть и 2 недели. Ну, у кого-то еще 2 месяца может отыграться. Но это как бы скорее как исключение. Ситуация поменяется. Поменяется в лучшую сторону. То есть вас не приговорили, вас не наказали. Это не какой-то злой умысел, да, против вас. Это просто данность. Да, это такая вот темная полоса, в которой вы оказались. И вы ее скоро пройдете. Что делать? Держаться. Держаться, не сдаваться, не опускать руки и не разочаровываться. Еще будет праздник на вашей улице, как говорят. Да, еще и повеселитесь, и поживете. И действительно будут очень классные перемены. Вот 2 периода времени показали. Дальше показывают, что кто-то хочет куда-то как съехать, переехать, уехать. Говорят, что вы этого не делали, иначе будет хуже. Либо на том новом месте вам будет гораздо хуже. Вот мне идет как какая-то идея у вас в голове. Может быть, вас кто-то подбивает, да? А может быть, вы сами так решили, вот зацепились за какую-то мысль. Вот если я куда-то съеду, перееду, куда-то попаду, там мне будет хорошо. Нет, там будет хуже, чем сейчас. И там есть какие-то скрытые моменты, тяжелые, опасные, я бы даже сказала, моменты, о которых вы не знаете, либо которые умолчали, да, вот кто-то умолчал, может быть, специально скрыл, а может быть, и сам не знал, да, вот кто вас там подбивал. Лучше ничего не делать, лучше подождать, да. Не надо сейчас вам никуда вот срываться и уезжать, либо срываться и ехать. Там как-то не очень хорошо. Прям можете пожалеть не раз. Вот об этом предупреждают. Дальше для женщины говорят о том, что вы своего счастья не видите. Что вот с вами, либо рядом с вами, да, за спиной у вас буквально вот есть мужчина, который может сделать вас счастливой. А вы его не видите, не замечаете. Вы, ну вот каких-то, не знаю, принцев ищете, либо вам кажется, что вот рядом со мной никого нормального нет, да, вот все хорошие, они где-то там далеко, да, там за границей, либо там в другом городе, ну вот где-то они там находятся. А на самом деле хороший мужчина рядом, прям буквально за спиной. И вы с ним точно знакомы, и этот мужчина может сделать вас самой счастливой. То есть не пинай на судьбу, да, потому что счастье у тебя буквально под носом. Но в вашем случае за спиной находится. Просто вот посмотри повнимательнее, присмотрись. Твой мужчина, он у тебя вот прям рядышком под боком за спиной находится. Вот точно знаете и, скорее всего, может быть, даже догадывались, да, что мужчина к вам неровно дышит. Его много в вашей жизни, он всегда рядом находится. Дальше, мои хорошие, показывают какой-то скользкий путь.
скользко, можно упасть и больно удариться. То есть какие-то последствия могут быть серьезные. То ли это какое-то незаконное действие, противозаконное действие. Может, это какая-то даже сделка с совестью идет. Что-то, что оно очень соблазнительно. Либо вы видите, как другие делают, да? Там, другой человек сделал, у него все хорошо, вы думаете, а я чем хуже, да? То есть другого не спросили, чего с меня спросят. Мои хорошие, лучше воздержитесь. Тут падение, оно как неизбежно, да? Если вы пойдете на этот скользкий путь. А если вы наберетесь терпения, то то, что вы желаете, то, что вы хотите, оно само к вам придет. Что бы это ни было, да? Зачем вы там по скользкому пути собрались идти? Что касается других людей и примера, который там, например, перед глазами, либо истории, которые вы слышали. Во-первых, вы многого не знаете. Во-вторых, возможно, с этих людей еще спросят, да? То есть тут как замедленное падение. Вот. Скользкий путь – это не ваш путь. Там болезненный удар может произойти, либо болезненное падение. Лучше воздержитесь. Смотрите, если потерпеть, то само собой придет, да, сами с собой получите, без всяких рисков. А если сейчас пойти, то точно можно упасть, подскользнуться. Вот, не стоит. А вот здесь показывают мужчину. Мужчина, который либо договорился, либо договаривается, он как в процессе, да, находится. Мужчина о хорошем договорится, о хорошем для себя, для вас и еще для кого-то. Это может быть и муж, это может быть и знакомый мужчина. Он классный переговорщик, либо у него прям такой вот дар убеждать. Вот. Да, может быть, не все так быстро, либо мужчина многое не говорит, но вот показано, что у него получится. Получится, и ему будет чем вас порадовать. То есть как мужчина – источник радости. Мужчина принесет вам радость с правой стороны. Будете очень довольны. Дальше здесь показывают человека. Человек в костюме. Но костюм не деловой, а больше как маскарадный костюм. Кто-то перед вами разыгрывает роль. Там, театр одного актера, может быть. Вас просят быть повнимательнее и не быть такой доверчивым не быть. Костюм, да, конечно, красивый, и человек хорошо играет, но там есть огрехи, и эти огрехи, они видны. Да? То есть можно зацепиться за что-то и, вот, грубо говоря, там, по ниточке распустить этот костюм. Вот. Вы доверяете, вы верите в этого человека, хотя вот какие-то звоночки были, предупреждающие звоночки, либо как предчувствие какое-то у вас было. Этот человек играет только лишь для себя, для своей выгоды. И уж тем более не думает ни о вас, ни о том, какие последствия у вас будут, какие неприятности могут быть в вашей жизни. Вообще не интересно. Человеку вот свое урвать хочется. И ради этого человек готов пойти на все. Вот как ничего святого у этого человека нет. И притворяться, и прибедняться, и плакаться, и смеяться. Да, на все готов пойти. Будьте поосторожней. Так, здесь какой-то цветок расцветет. Цветок, который, казалось бы, уже отцвел. Здесь либо как вспыхнут эмоции, чувства вспыхнут, либо, возможно, как восстановление отношений. Да, вот любовь была, она увяла, а потом через время вот опять как зацветет, как вспыхнет. Да, люди могут друг к другу потянуться через время, через пространство. Здесь как возобновление отношений, либо была, например, какая-то симпатия, но люди не дошли до конца. Да? Теперь вот опять вспыхнут чувства, как потянет вас кому-то, и кого-то к вам потянет. Дальше. А вот здесь про какую-то покупку говорят, что эта покупка дороже, чем вы думаете. Да? Может быть, допустим, имеется в виду, что вещь, там, помимо ее основной стоимости, еще какие-то дополнительные затраты потребуются. Либо вещь, например, не настолько качественная, не настолько функциональная, что вам придется еще что-то там докупать, либо постоянно там ремонтировать, там, техобслуживание, да, в таком ключе. Говорят, что нужно несколько раз подумать, прежде чем эту покупку делать. А может быть, стоит немножко поставить на паузу и посмотреть какие-то другие варианты. То есть вы как задумали купить что-то, что станет для вас морокой, обременением, особенно вот в деньгах. Да, вот постоянно придется вам какие-то суммы вот отдавать за эту вещь дополнительно. Подумайте об этом. Это то, что вы сейчас хотите, наверное, купить, либо вот как заказать, может быть, хотите.
То есть вещь, она несостоятельна, либо она очень дорогая в эксплуатации, да, в содержании дорогая. Так, еще не судите по размерам. Размер. Ну, это может быть размер какой-то выплаты, начисления, помощи. Да? Вот говорят, не суди по размерам. Может быть, вам какие-то выплаты пойдут, начисления, помощь какая-то будет оказана. И ее будет, например, не так много, как хотелось бы. Но она будет постоянной, и она будет прямо вот регулярной, и именно то, что вам необходимо. Да? То есть, может быть, скомпенсируется величина периодичностью, вот как часто вам будут ее давать. Да, можно один раз получить там хорошую сумму, а можно на протяжении там 10 лет получать сумму поскромнее, но это будет постоянный приход. Да, вот какая-то помощь, которую вы можете получить, либо которая вам будет предоставлена, и не судите по ее размерам. Здесь как бы это не главное, а главное то, что это будет постоянно, либо в нужный момент приходить. Еще здесь показывают человека, для которого вы очень много стараетесь. Вот для кого-то вы стараетесь, иногда даже в ущерб себе. Вы даже свои какие-то дела ставите на паузу, и для кого-то другого стараетесь. Вот показано, что этот человек крайне неблагодарная личность, и этот человек даже спасибо вам не скажет, а дойдет до того, что человек прям требовать начнет. То есть все это на добровольных началах, да, вы помогаете, потому что вам так хочется, вы так решили, а дойдет до того, что человек прям будет требовать. Говорит, так что так долго не помогаешь, да, ну быстро давай, все брось и мне помогай. То есть, ну как черная неблагодарность может пойти. То есть помогать нужно в меру, с умом нужно помогать, и помогать нужно именно тем, кто в этой помощи нуждается. Вот. Если вы хотите выказать человеку свое доброе отношение, ну так вы можете сказать добрые слова, да, не обязательно вот какие-то дела делать. Да, вот попахивая черной неблагодарностью, чтобы вы не разочаровались, да, вы поумерьте свой пыл, и, возможно, стоит немножечко сократить ту помощь, которую сейчас оказываете. Так, работа. Вот сейчас вы как будто бы поле расчищаете, как будто бы вот камни выкапываете, да, которые на этом поле есть. И это важная работа, это как подготовительная работа. Чем больше вы поработаете, чем больше вы пространство очистите, чем больше камней вы выкопаете, тем больше вы сможете засеять и, соответственно, больше собрать, да, урожая собрать. Да, так бывает, что нужно сначала очень сильно вложиться, чтобы потом наладить свою работу, наладить свое дело. И те проблемы, которые сейчас у вас есть, это нормально. Здесь судьба не против того, чтобы вы этим занимались, высшие силы не против. Здесь именно та базовая подготовка, которую вы должны сейчас вот предпринять, да, для того, чтобы был хороший результат. И опять же, вы это делаете не для кого-то, а делаете именно для себя и для своих будущих результатов. То есть не надо жаловаться, нужно просто брать и делать. А если вам так сильно тяжело, то попросите кого-то помочь. Тем более помощники у вас вот явно тут есть. Ну, люди, которые и могут, и готовы, и будут вам помогать. Да, чем кропотливее вы подготовите поле под засев, тем щедрее урожай вы потом снимете. Дальше мужчина с повязкой на глазах. Но он слеп, да, он сейчас слеп, у него повязка на глазах. И что бы вы ему ни говорили, кто бы ему что ни говорил, пока он не увидит собственными глазами, он и не поймет, и не прочувствует. Здесь только время. Только время. Может быть, вы хотите ему глаза на кого-то открыть. Может быть, вы хотите в чем-то убедить, переубедить. У него повязка. Повязка, которая туго закрывает, вот прям туго сидит на нем, да, закрывает глаза. Пока эта повязка есть, он не контактный, да, он не будет слушать, он не будет верить. Но это не навсегда. То есть придет время, когда эта повязка с него спадет, вот тогда он и прозреет. А сейчас что-то ему доказывать, но это только лишь портить отношения, портить себе нервную систему. То есть вам предлагается вот так махнуть рукой, да, и на время отступить. Но это не проигрыш ваш, это всего лишь такой маленький компромисс, чтобы не испортить отношения и дождаться того момента, пока мужчина прозреет. Он точно прозреет, но чуть-чуть попозже.
Может быть, вы мама сына, да, который там с очень неблагополучной девушкой связался, да, он этого не видит, он влюблен, не хочет этого видеть. Но пройдет определенное время, и до него вот дойдет, да, что девушка-то и нехорошая, да, и нехорошими делами занимается. Также, возможно, кто-то лезет в ваши отношения, да, вы пытаетесь мужчине сказать, что вот не надо контактировать, не надо слушать, это вот помеха. Мужчина такой: да ну нет, 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 да. И время пройдет, может быть, он сам что-то увидит, заметит. Ну, надо просто немножко подождать. Он изменится, он точно изменится, но пока нет, пока повязка на глазах. Его невозможно переубедить. Вот не тратьте время, силы и нервы не тратьте. Примите эту ситуацию как данность и просто немножко подождите. Дальше. Говорят, что семья будет снова вместе. То ли вы поссорились, то ли вы разъехались, то ли так вот случилось, да, что семья разделилась. Показано, что вы будете вместе. Идет такое светлое время, когда вы все воссоединитесь и прям заживете, показано. Заживете, хорошо заживете. Добрый такой момент для всех показан. Вот здесь показывают человека, который как картинку из своей жизни сделал. Назло вам, что ли, либо чтобы вам досадить. И вот так показано, что картинка красивая, а вот за этой картинкой какая-то прям разруха и страдания. Но идет как в отместку, да? Кто-то специально вам показывает, что вот я живу на широкую ногу, у меня все хорошо, я там счастливый, довольный, там любящий, любимый. А на самом деле, по факту, это всего лишь картинка. Человек в страданиях, человеку плохо, человек в лишениях. Да? Вот особенно вот девушки, женщины, вот бывшие, да, может вас провоцировать на ревность, либо в отместку вам показывать, как у него все хорошо, что у него там новая женщина, что у него новая семья, и он весь такой там холеный, любимый, заласканный. На самом деле это не так. Это всего лишь картинка для того, чтобы вам досадить. Вот как-то так мне идет. И если вы поинтересуетесь там, у общих знакомых, что соседи этого мужчины, а вы поймете, что это все неправда. Это все показуха, лишь бы вот перед вами, да, покрасоваться. Ну, типа, смотри, кого ты потеряла, какого золотка ты потеряла. На самом деле все не так. И также перед вами кто-то может рисоваться, хвастаться с целью, не знаю, самоутвердиться, повысить свой статус. Да? Вот там, например, если там женщины, кто-то может приходить и говорить: вот смотри, какие у меня тут все одежды, там брендовые, люксовые, вообще там элиточка такая, да. А на самом деле это все паль, это все фейк, да, и эта женщина, она, например, там вся в долгах, как в шелках, да, там всю эту паленку покупает, на себя надевает и вот хвастается, что это оригиналы. Вот. Ну, есть больные люди, ничего не поделаешь. Вот. Ну, как хотят самоутвердиться, получается. Так, еще говорят, что вы силами собирались, что вам нужны будут силы для какого-то важного рывка, для какого-то важного дела. Там вас будут останавливать, и причем останавливать могут как и люди, так и какие-то обстоятельства, да, как темная сила будет создавать вам такие неприятные моменты, чтобы вы остановились и не двигались дальше. Но потому что здесь прорыв показан, прорыв в вашей жизни. Это может быть связано и с работой, и с личной жизнью, и с вашим здоровьем, да, с чем угодно может быть связано. Вот прорывной момент, но вам потребуются силы, потому что вас будут останавливать дурные люди, либо темная сила вас будет останавливать. Вам нужно в себя верить, вам нужно верить в то, что у вас все получится, и в то, что небеса вам помогут. Вот. Никого не слушать, идти вперед именно к своей цели, к своему достижению. А вот здесь показывают такой момент, что вы у как ближнего, получается, с правой стороны у человека просите, и человек вот прям морозится, либо отказывается. Но при этом с левой стороны человек готов вам помочь. То есть свой родной близкий откажется помогать, зато чужой человек не пройдет мимо и помощь вам окажет. Да, не отказывайтесь от этой помощи, принимайте, во благо вам пойдет. Ну а по поводу того, кто отказал, ну делайте правильные выводы. Да, все-таки это о многом говорит. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.